Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся. С 12 по 18 апреля у нас в республике пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». Как пройдет столь значимое событие, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Василий Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Скажите, а вот каким образом школьники на такую олимпиаду отбираются? Отбирается у нас всегда есть региональные этапы. Это когда у нас в республике, например, проходит такое большое событие, отбор. Все проходит по заданиям, которые заранее уже подготовлены. После этого отбора есть так называемые проходные баллы, которые утверждаются уже в марте месяце. Сами региональные этапы проходят уже в феврале. В марте месяце это очень высокий уровень. Естественно, так сказать, проходные баллы в этом году было 92,14. Так сказать, это очень высокий балл. И также квоты есть республиканские. Но мы смотрим всегда на то, чтобы люди прошли сами, так сказать, отобрались именно по проходным баллам. После этого уже назначается время, так сказать, а время у нас с 12 апреля по 18 у нас будет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре проходить здесь, в городе Якутске. Но если мы говорим о физической культуре, то там, наверное, ребята будут соревноваться в каких-то видах спорта? Естественно, олимпиада очень уникальная тема. На самом-то деле это не соревнование. Это такое вот очень интересное тестовое мероприятие. Во-первых, есть теоретическая часть, люди пишут. Это как экзамен, как ЕГЭ. Очень серьезно все. Нужно иметь много знаний в области не только спорта, но и всего того, что связано и с спортом, с историей. Очень много интересных моментов, которые участники должны знать. И это проходит самым волнительным образом, так сказать, первый же день Олимпиады. Потом идут так называемые тестовые соревнования, не соревнования, а тесты по спортам, разным видам спорта. И они будут проходить каждый день, буквально начиная там с понедельника. Понедельник, вторник, среда, ну и четверг у нас будет завершение всего этого торжественным закрытием Олимпиады. Открытие Олимпиады у нас будет проходить в субботу, 12 апреля, как раз в нашем государственном цирке. 14 часов мы все собираемся, 16 будет торжественное открытие. Там, наверное, будет и представление команд. Да, там будут, естественно, представления команд, парад так называемых флагов всех регионов, которые принимают участие. В этом году мы имеем заявки от 78 регионов нашей большой страны. 20 регионов еще не подтвердили, но у нас будет 289 участников, и 126 сопровождающих. Ого. Да, большие команды, как московская команда, она уже приедет скоро, буквально послезавтра будем здесь их ждать. 60 участников и 24 сопровождающих, они прилетят пораньше, чтобы адаптироваться. Так как Олимпиада — это очень серьезная тема, и каждый регион обычно планирует свою поездку заранее. А наши ребята собирались со всех районов республики? Или в этом году, у нас будет 8 участников, отобранные, как раз которые прошли так называемые вот эти проходные баллы, и они будут у нас активно принимать участие во всех подготовительных этапах. Как раз это все происходит сейчас, но они уже адаптированные, так сказать, и родные стены им должны помочь. Смотрите, одно дело, когда ребята, например, пишут олимпиаду, скажем, по английскому языку, и другое дело, когда у нас идет речь о дисциплине физическая культура, здесь как будто какая-то зрелищность подразумевается. Можно ли прийти и посмотреть на ребят? Дело в том, что это очень серьезное мероприятие. Все происходит, как будто вы сдаете ЕГЭ. Так сказать. Там будут камеры, все это будет следиться, потому что следит вся страна. Каждое олимпиадное очко, балл — это все невероятно важное, так сказать, по значимости для каждого региона. Поэтому представители, наблюдатели, все это будет происходить, многие вещи онлайн, это будут люди смотреть. Поэтому участники имеют возможность себя показать, естественно, онлайн. Многие вещи у нас будут транслироваться онлайн на нашем сайте.
Да, это вы по интернету можете все это увидеть. Но на самом-то деле все тестовые значит, мероприятия — это очень обыденное такое событие. Да? Судьи сидят, смотрят, как участники совершают те или иные значит, тестовые задания. Обычно в час 26 участников допускается. Каждый участник по жеребьевке имеет какое время он должен принять участие. Да, так сказать. Так что у нас не будет никакой загруженности, каких-то проблем с трафиком, да, так сказать. То есть все будут четко приезжать, сдавать свои тесты, проходить все вот эти задания и возвращаться обратно в те места, где они проживают. А проживание у нас будет проходить в Сосновом Бору и в общежитии Арктической школы. Здорово. А какую-то культурную программу для приезжих ребят и Да. сопровождающих запланировали? Ну, обычно Олимпиады всегда культурную программу имеют в самом конце, да, так сказать. Это когда все прошли свои задания тестовые. Обычно настолько это волнующее мероприятие, да, что дети, участники, они никуда не выходят, обычно все время готовятся, как только свой тест сдали, да, так сказать. Это вот до конца идет такая напряженная работа. Поэтому это все будет происходить у нас, ну, когда все завершится, 16-17 числа, да, так сказать, апреля. У нас уже намечены очень хорошие маршруты. Естественно, люди хотят видеть Царство вечной мерзлоты, наш краеведческий музей, сокровищницу будут видеть, кстати, сопровождающие, они очень хотят этого. Но много интересного можно увидеть в городе Якутске. Да. Соответственно, мы, естественно, все большие, значит, места, где интересно и мероприятийно, да, так сказать, мы уже подготовили, там уже договорились, все будут знать, что приходят к нам участники, да, так сказать, они будут рады их встретить. Что самое интересное, у нас же проходит знаменитая выставка Даши Намдакова, да, и ребята еще вот очень хотят посетить вот эту знаменитую выставку, которая проходит в Национальном художественной галерее. Да. Здорово. Ну, то есть все так довольно интересно запланировано. А по каким-то еще предметам ребята из нашей республики участвуют в этом году? Да, но мы участвуем в 22 олимпиадах. Да, всегда, и это очень сложно. Естественно, каждым годом уровень конкуренции растет и растет, да, так сказать, невероятно. Естественно, у нас в стране лидеры — это Москва, Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург, да, так сказать. И мы в свое время активно участвовали всегда, да, так сказать, примерно у нас 20, 14, 17, иногда 34 участника были. Это те, которые смогли пройти по проходным как раз баллам в своих направлениях. И в этом году у нас, например, есть хорошие новости, да, так сказать, по обществоведению мы имеем призера. Но сейчас эти олимпиады идут. Соответственно, мы еще надеемся, что у нас будут новые интересные имена, да, появятся в нашем олимпиадной истории. Явно появится. Василий Климович, я помню, что раньше, например, когда школьник становится победителем или призером такой олимпиады, у него было преимущество, ну, скажем так, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Сейчас вот это преимущество сохранилось? Может, добавится еще что-то? Естественно. Вот по тому направлению, которым идет олимпиада, всегда есть возможность поступить без экзаменов. Это учитывается очень хорошо. Но что самое интересное, многие вузы дают за как раз тем призерам, победителям Олимпиады по физической культуре хорошие баллы для поступления. Дело в том, что участники этой Олимпиады, победители, призеры — это люди очень широкими такими познаниями, да, так сказать, они обладают различными версатильными такими способностями, поэтому их хотят видеть в качестве студентов. Поэтому они спокойно поступают совершенно по разным направлениям. Поэтому не только спортивное направление здесь преобладает, большинство победителей, призеров поступает по совершенно разным направлениям, да, так сказать, высшего учебного образования. Поэтому я считаю, что на самом-то деле это Олимпиада ребят, которые всесторонне развиты. Вот в этом уникальность, да, данной Олимпиады по физической культуре. Она началась первая Олимпиада в 2000 году, это будет 25-я юбилейная Олимпиада, да, всероссийская по физической культуре. Ну, тогда здесь новые имена просто обязаны появиться. Да, естественно, все хотят там. Дело в том, что Якутия уже была хозяйкой. Да, в 2014 году такой заключительный этап физической Олимпиады. Олимпиады по физической культуре всероссийской здесь, в Якутии.
Да. И в то время мы показали очень хорошие стандарты, уровень, как раз провели открытие в цирке, это было абсолютно новое слово, да, так сказать, всем супер понравилось. Дело в том, что в этом году наш цирк подготовил очень интересную программу, там будут сюжеты из Олонхо, из старинных якутских сказок и прочее, то есть само открытие будет таким интересным театральным действием, да, где участникам понравится. Они познакомятся хотя бы с теми мифами и прочее, которые здесь, в Якутии, да, так сказать, люди знают и любят. А если мы говорим о государственной поддержке, вот она каким образом оказывается в рамках таких мероприятий? Ну, дело в том, что это мероприятие, это на самом-то деле очень важное, государственное, и, соответственно, значит, очень многие у нас специальные, значит, ну, например, Генеральная прокуратура и прочее, да, так сказать, пристально за этим следят, поэтому все это делается исключительно на совершенно высоком уровне, да, так сказать, качественно, очень четко, чтобы не было никаких у нас просчетов. Каждый день у нас идет такая напряженная работа. В Якутии создан уникальный, значит, такой инструмент, называется ситуационный штаб, который работал во время Детей Азии. Этот штаб снова работает. Это очень уникальное такое у нас событие, на самом-то деле, и вообще в организации олимпиадного движения. И это все происходит совершенно как на таком международном высоком уровне, да, как обычно проводятся олимпиады, да, так сказать, большие спортивные мероприятия. Но у нас такая вот государственная машина работает, и работает очень высокоэффективно. Ну да, планку-то снижать не надо ни в Да, коем случае. абсолютно. И в завершении нашей с вами беседы ваши пожелания участникам предстоящего события? Ну, обычно ребята, которые занимаются спортом, это люди исключительно самодостаточные, очень уверенные, поэтому я исключительно надеюсь на то, что они совершенно спокойно пройдут все эти испытания. Испытания, они нужны, потому что только конкурируя можно добиться больших успехов. Так что я пожелаю всем участникам самых замечательных успехов и добро пожаловать тем ребятам, которые представляют различные регионы нашей великой страны. Ну а мы с нетерпением будем ждать результатов. Большое спасибо вам, Василий Климович, что нашли для нас время, рассказали о предстоящей Олимпиаде. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.